Бисмилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Обращаясь к имамам, религиозным проповедникам братских мусульманских народов Кавказа, Татарстана и Башкортостана, и просто к людям веры, мусульманам, проживающим в России. Россия сегодня проливает кровь невинных детей и женщин в Украине. Целенаправленно бомбит больницы и жилые дома в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Киеве и других городах Украины. Когда-то в недалеком прошлом эти зверства прошлись по землям свободолюбивого Кавказа. Убивали и насиловали женщин. И сейчас тут в Украине, под Киевом, рашистские орки убивают мирное население и насилуют женщин. Мы, крымские татары, мусульмане Украины, помним имена наших героев. Шейха Мансура, имама Шамиля, Байсангура Биноевского, Алибека Хаджи Алдамова, Зелимхана Харачоевского, Дадин Айбеки и 46 чеченских женщин, бросивших себя в реку вместе с русскими солдатами. И эти имена не все. Да, они и наши герои, которые бесстрашно раз за разом боролись за свою свободу, ибо все они были не просто лидерами, а были духовными, религиозными людьми от Господа. А наша умма единая. Сегодня Украина и вооруженные силы Украины, в рядах которых служат крымские татары, мусульмане Украины, защищают свои земли, честь, имущество и семьи. Они стоят за правду, они отстаивают истину, которая красной нитью прописана в Коране и хадисах. В частности, عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. От Саида ибн Зейда передано, что пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Ман кутиля дуна малихи фахуа шахид, ва ман кутиля дуна ахлихи, ау дуна дамихи, ау дуна динихи фахуа шахид». Тот, кто был убит, защищая свое имущество, умер свидетелем за веру, то есть шахидом. И тот, кто был убит, защищая свою семью, или защищая свою жизнь, или защищая свою религию, умер свидетелем за веру, то есть шахидом. Хадис приводит Эт-Тирмизи, и он достоверный. Кем же умирают мусульмане с Северного Кавказа, оказавшиеся в рядах рашистской орды Российской Федерации, тела которых остались здесь, в Украине? Вопрос риторический. Мы не глумимся, не оскорбляем их, и к этому побуждает нас в первую очередь не Женевская конвенция, а слова посланника Аллаха, да благословит его и приветствует Всевышний, который сказал: «Ля тасуббуль амват, фа иннахум кад афдау иля ма каддаму». Не оскорбляйте умерших, ведь поистине они уже заполучили то, что совершили. Хадис приводит Бухари, и он достоверный, который также сказал: «Ля тасуббуль амват, фа ту'зуль ахья». Не броните мертвых, ибо вы можете обидеть живых. Хадис приводит и Тирмизи, и он достоверный. А ведь ваши деды, о мусульмане, и прадеды умирали на Кавказе за свою свободу. А ведь кровь наших дедов и прадедов проливала имперская Россия и в Крыму, и на Кавказе на протяжении 3 последних столетий. Жертвы репрессий, массовых казней 1783 года, первой оккупации Крыма, Российско-Кавказской войны 1817-64 годов исчисляются не десятками, а сотнями тысяч. Приблизительно 3/4 аварцев, чеченцев были истреблены. Проводился целенаправленно геноцид целых народов. А сегодня рашистская Россия притесняет верующих не только на Кавказе, в Татарстане, Башкортостане, в оккупированном Крыму. Она притесняет и преследует мусульман по всему миру. И ей словно этого мало. Она теперь проливает кровь братского украинского народа. А все из-за амбиций одного тирана, имя которого в истории будет наряду с фараоном, Лениным, Сталином, Гитлером. О мусульмане! Мы должны извлечь уроки из истории. Без свободного Кавказа не может быть свободного Крыма. Без свободного Крыма не может быть и свободного Кавказа. Мы единое тело великого Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Добровольцы из Украины в свое время поддержали чеченский народ в российско-чеченской войне. В 2000 году сотни беженцев из Чечни
Детей и сирот нашли приют в домах, семьях крымских татар. Многие из них вернули свои дома и сегодня стали военнообязанными юношами в РФ, которых, если не мобилизовали, то будут мобилизовывать для продолжения этой дикой войны, братоубийственной как для мусульман, так и для православных христиан. Неужели такова должна быть плата за некогда совершенное добро? Зная, вы живете при тотальной диктатуре, многие из вас, возможно, сейчас думают про себя и говорят: а что же мы можем сделать? На самом деле можно сделать немало. А именно простым имамам сел, поселков и городов, к которым я сейчас обращаюсь. Кто-то, конечно же, может сказать: пусть это делают муфтии. Но мы же прекрасно понимаем, кто такие муфтии в диктаторской России сегодня. За исключением тех, кого помиловал наш Господь. И пусть их будет больше, ведь двери покаяния открыты до судного дня. Например, каждый из вас, заручившись поддержкой обычных людей, представителей общины, может выступить с публичными заявлениями, осуждая эту дикую братоубийственную войну. Да, тем самым вы рискуете своей свободой и даже жизнью, но такова ответственность того положения и статуса, которым вас наделил Всевышний, посредством людей вокруг вас. А ведь справедливое слово, сказанное тирану, это лучшая борьба на пути Всевышнего. Как сказал об этом посланник Аллаха, мир ему. «Афдалуль джихади калимату адлин инда султани джаир». Лучший джихад — это справедливое слово, сказанное правителю тирану. Хадис приводит Абу Давуд, и он достоверный. Я сегодня нахожусь в Киеве, и Киев бомбят и обстреливают. Но тем не менее, стою в мечети возле этого минбара и выполняю свой долг, к чему и призываю вас. Если вы не в состоянии этого сделать, то вам следует публично снять с себя полномочия и обязанности имама и сделать все, что было упомянуто выше, на уровне хотя бы души и сердца. А это и есть самая слабая степень веры, как сказал об этом наш любимый пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. На индивидуальном, личном уровне необходимо игнорировать все повестки военкомата и под любым предлогом не идти в ряды вооруженных сил РФ. И объяснять это всем юношам призывного возраста, их матерям, отцам, родственникам. А также не платить налоги и призывать людей к этому, если это еще актуально, конечно же, в России. Те, кто оказался по невежеству и незнанию в рядах русской орды РФ сегодня, может по собственной воле сдаться в плен и, сославшись на данное мое обращение муфтия Крыма, просить у представителей украинской армии безопасности и защиты. А для тех, кто желает быть во главе заповеди посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, «Мен раа минкум мункаран фальюгайируху бьядихи», и порицать несправедливость не словами и душой, а рукой, будет отдельное обращение со всеми необходимыми обоснованиями с точки зрения исламского права. И напоследок, к нам сегодня из России обращаются родственники солдат-мусульман, погибших в Украине, с просьбой помочь вывести их тела. А ведь если бы мое обращение было услышано ими до вторжения, этого не было бы сейчас. О мусульмане, бойтесь Всевышнего и его наказания за пролитую кровь и соучастие в этом. Бойтесь пламени адского огня. Будьте справедливыми, как это велит Всевышний в Коране. «И'дилу хуа акрабу литтаква, ваттаку Аллаха, инна Аллаха хабирун бима та'малун». Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. Берегите себя, своих детей и родных. Вспомните про то, кем были наши предки. Ведь рожденный летать не должен присмыкаться и ползать. Если сегодня мы будем бороться и сражаться, искренне бороться и сражаться за справедливость, то мир и свобода обязательно восторжествуют в Украине, а значит и в Крыму, а значит и на Кавказе, Татарстане и Башкортостане. Иншаллах. Аминь.